Читаем газету «Канаш» от 25 апреля 2018 года под номером 29. Статья «Почтим память о чернобыльцах». 26 апреля в нашей стране отмечают День памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС. 32 года назад в ночное украинское, белорусское, русское небо полыхнул разъяренный мирный атом. Внешние последствия этого и личная драма тысяч простых людей всем известны. В результате территория в 30 километров подверглась радиоактивному загрязнению. Пострадали 19 российских регионов с территорией почти в 60 тысяч километров и населением 2,6 миллиона человек, 46,5 тысячи квадратных километров территории Белоруссии, 23% от общей площади. Общая площадь радиационного загрязнения Украины составила 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Аварии был присвоен максимальный 7-й уровень опасности по международной шкале ИНС. В результате аварии в России наиболее загрязненными оказались юго-западные территории Брянской области, в несколько меньшей степени территории Тульской, Калужской и Орловской областей. Кроме них, еще в 10 регионах страны до настоящего времени есть населенные пункты, которые отнесены к зонам радиоактивного загрязнения вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. При техногенных катастрофах на атомных объектах большие территории могут быть заражены такими радионуклидами, как изотопы йода-131, цезия-134 и 137, стронция-90. Они являются источниками ионизирующего излучения, бета- и гамма-излучатели и имеют период полураспада от 8 дней до 30 лет. В дальнейшем эти изотопы могут распространяться ветрами с пылью, морскими течениями, накапливаться в почве, растениях и живых организмах. Сегодня на чернобыльских территориях проживает около 5 миллионов человек. Эти люди живут на территориях с разным уровнем загрязнения почвы цезием и получают разные дозы. Большая часть, 85%, проживает на слабо загрязненных территориях. В сильно загрязненных районах живут менее 4% всех жителей чернобыльских территорий. Здесь в первый месяц у многих людей, особенно детей, произошло накопление радиоактивного йода в щитовидной железе. Дозы облучения этого органа были достаточно высокими, и через несколько лет они привели к увеличению заболеваемости раком щитовидной железы. До сих пор остаются зоны отчуждения и обязательного отселения, где проживание запрещено законом, но где живут самоселы. Это небольшое число преимущественно пожилых людей. В России ведутся работы по реабилитации ранее брошенных земель. С 2025 года может начаться восстановление населенных пунктов. Главным препятствием на пути возобновления земель сельскохозяйственного использования является разрушенная инфраструктура, деградация этих земель, высокая себестоимость продукции, общественное мнение относительно целесообразности производства потребительской продукции на чернобыльских территориях и низкий рыночный спрос на сельскохозяйственные товары. Какой уровень загрязнения сегодня? К радиоактивно загрязненным отнесены территории с плотностью загрязнения почвы цезием выше 37 килобеккерель на метр в квадрате. Для сравнения, до аварии содержание цезия в почве было 2-4 килобеккерель на метр в квадрате. За прошедшие годы уровни излучения уменьшились в сотни и тысячи раз, там, где проводилась активация. С 1986 по 1990 годы из Чувашии было призвано и командировано на ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС 1957 человек. Наконец, 2017 года, по данным регистров Чувашской республики, под наблюдением состоит 1527 человек. Из них 966 ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС, 35 лиц, эвакуированных из загрязненных территорий. Их потомки 393 детей и 6 внуков. В Канаше живут 30 участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, 14 вдов. В 2017 году в республике умерли 25 ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС. 26 апреля почтим память о чернобыльцах. Колокольный звон, точно сердце стук. Все за тех ребят, что погибли вдруг. Все за тех юнцов, что во цвете лет нас покинули, нас закрыв от бед. Статью подготовила Фаина Васильева, заведующая лабораторией радиологических исследований Центра гигиены и эпидемиологии в Чувашской республике Чувашия. Специально для рубрики «Читаем газеты» Олеся Григорьева.